Остается. Послушай. Класс. Надо. Да, не понимаю, почему столько критики было в адрес этого Давида Суслана. Мощная фигура. Класс! Так, от этих слов слезы наворачиваются на глаза. Машины, квартиры, может быть, сколько угодно. Господи, весь тех знаешь давно. И вот все равно приходишь, и обязательно надо заглянуть, себя перепроверить. Настроена с утра. И все равно приходишь, садишься вот к этому гримировальному столику. Все продумано, грим продуман, костюмы уже давно готовы и продуманы. Думаешь только о том, что ты будешь делать на сцене, как ты будешь действовать. И это просто неотъемлемая часть нашей жизни. Вот хорошо, что у нас коллектив, в общем-то, очень здоровый, хороший, веселый. И это, конечно, облегчает ситуацию. В нашем театре аншлаги, что нас очень радует. И люди идут в театр не по принуждению, а добровольно. У нас есть зрители, которые ходят по несколько раз на одни и те же спектакли. Есть зрители, театралы, которые ждут все время наших спектаклей. Значит, театр людям нужен. Театр – это и есть зеркало нашей жизни. Люди видят персонажей, в них узнают себя, получают ответы на какие-то свои вопросы, слышат то, что они бы хотели услышать. Театр – это живая эмоция. Наблюдать за живой игрой актеров – это очень интересно. Здесь нет дублей. Русский театр, наш, академический, моя вся жизнь посвящена этому театру. 58-й год жизни я прожила под крышей нашего театра. Для творческого человека творчество бесценно. Это его воздух. Готово. Все. Вперед! Волнение у артиста никогда не уходит. Каждый спектакль, даже сыгранный 100-й раз, это волнение почти как в первый раз. С холодным носом актер быть на сцене не может. И волнение никуда не уходит. Вчера был один зритель, а сегодня может быть совсем другой зритель. И вот это ощущение зрителя. Сегодня лучше спектакль идет, потому что по-другому, другой сегодня почувствовали мы зритель. Вот эта эмоция очень зависима друг от друга. Она нам нужна. Зрителю она нужна, а нам не менее нужна. В моей жизни риск, конечно, был. Даже изначально. В начале Сталинградской битвы в городе Сталинграде
в медпункте тракторного завода, где я в эвакуации родилась. Второй риск, когда я решила стать актрисой и поехала учиться в город Минск. Это был риск, потому что не все верили в меня. Потом огромный риск был получить приглашение из нашего театра города Орджоникидзе на работу в 1963 году. Я приехала со своей родины из Белоруссии на Кавказ впервые. Я не знала этих краев, я не знала этого города. Я просто знала, что здесь работает хорошая труппа во главе с хорошим, считающимся авторитетом на периферии режиссером Семеном Моисеевичем Рингольдом. Для нас она Элина, потому что мы знакомы уже 55 лет. Это наше поколение, мы одного возраста. Это поколение военных, дети военных лет. Поэтому наше поколение, она в частности, это те, которые выжили, которые всегда, когда закончился этот дикий, конечно, кошмар, эти жертвы, и такая была жажда жизни, жажда, чтобы добиться чего-то. Всего не хватало ни еды, ни одежды, ничего, ни родных, которые погибли. Вот это поколение рождало таких вот талантливых людей. Почему сейчас не рождаются Тхапсаевы, Саламовы, Ватаевы, Икаевы? Да потому что люди эти, о которых я говорю, они пережили войну, и они, когда выбирали профессию, они учились по-настоящему. Были великолепные учителя, которые остались еще в то время. И вот они тогда и стали такими людьми, потому что хотели услышать радио по микрофону, театр по микрофону, была такая передача, ее сейчас нет уже. И вот мы все слушали эти передачи, мы смотрели фильмы, мы читали много, потому что телевидения не было, кино не везде было, было все разрушено, не было кинотеатров. Были какие-то там, просто натянутый какой-то движок такой, который. Вот поэтому она и стала такой. Она безумно любит театр, безумно любит. И отними у нее театр, ее не станет. Она может прийти на спектакль в любом состоянии. Я приехала совершенно молодой актрисой. Это начало, по сути, творческого пути. Конечно, куда я еду, я еще не знала. Города не знала, республики не знала. Я приехала сюда, меня встретили, и я окунулась в какой-то сказочный город, необычный. А самое главное, у меня было такое впечатление, что я в театре, и какой-то фантастический художник нарисовал эти горы. Это как будто декорация в театре. Это так поражало. Потом я приехала в октябре месяце, где у нас уже было холодно, а здесь было лето, здесь была замечательная осень. Очень необычный проспект со своей какой-то древней, такой интересной архитектурой. Город был уютным, город был теплым во всех смыслах. 67-й год, мы приезжаем в театр, сбор труппы. Естественно, хочется посмотреть, кто же все-таки в театре работает. Я зашла в помещение, где была собрана труппа, окинула взглядом всех сидящих, и даже всех еще не успела, потому что взгляд остановился на красивейшей женщине. Ну, я тоже как женщина, понимаете, да, думаю, боже мой, что же я здесь-то буду делать? Красивое лицо, очень правильные черты. Удивительно произвела впечатление. А когда она еще встала, статная, высокая, ну, я уже повержена была окончательно ее красотой. Вот, так что, в общем, вот это первое впечатление. Ну, а потом так вот нас судьба сводила
И даже первые роли мы сыграли, она была моя партнерша в «Солдатской вдове». Мы играли там, значит, подружек, а потом стали соперницами, так как она как бы отбивает у меня моего супруга. Вот, в общем, очень много играли. Вот. И сейчас вот последний спектакль «Тетки в законе». Она мою сестру играет. А в спектакле «Мой век» она играет мою дочь. Представьте себе. Мы, в общем-то, ровесницы. Вот такая у нас профессия. Меня встретили в театре очень хорошо. И поселили временно, пока не решится мой вопрос квартирный, поселили в меблированную комнату на территории театра. И так как питаться мне надо было где-то, я ходила обедать в ресторан «Интуриста» рядышком. И вот однажды я пришла пообедать, подошла ко мне официантка и спрашивает, что вы будете. Я говорю, скажите, а можно что-нибудь вот национальной кухни? А она говорит, а что вы хотели? Может быть, хинкали? Я говорю, ну, можно. А я говорю, а что это? Она говорит, ну, похоже на русские пельмени. Сколько вам принести? Этот разговор слышит сидящий рядом за соседним столиком такой солидный, серьезный мужчина. Обедает. Ну, слыша наш разговор, говорит, принесите ей, ну, хинкали 5, она больше не съест. И она ушла. Он спросил, вы, наверное, в командировке здесь? Я говорю, да нет, я приехала сюда вот на работу, рядом здесь по соседству в театре. И все, он пообедал и ушел. Ну, эпизод как бы закончился. А на следующий день в театре вахтер приходит за мной и говорит, пожалуйста, спуститесь вниз, там вам что-то принесли. И в городе никого я не знаю, и меня никто не знает. Я спускаюсь. Вахтер говорит, вы знаете, вам какой-то мужчина принес мешок картошки. Ушел, но он не сказал ни кто он, ни откуда он, ни своего имени, ничего. Он просто оставил и сказал, передайте вашей сотруднице, которая недавно к вам приехала в театр. Ей это, может быть, поможет. И все. Мне даже некому было сказать спасибо. Этой картошкой потом питались многие артисты. Вот я хотела сказать о теплоте душевной, о людях, которые здесь живут. Меня это очень... Хотя я из республики, где очень добрый народ, я белоруска по национальности, но вот такой поступок, он вроде бы не очень значительный, но для меня было это очень значительно. И я поняла, что за народ, с кем мне придется жить и для кого мне придется работать. Это дорогого стоит. И я в этом не разочаровалась. Это самое главное. Когда над городом трамвай звенит с утра И просыпается столовая гора, встает навстречу мне из тьмы и тишины мой город детства, город света и весны. Мой город солнечный, хоть мал он, но велик, ему понятен всякий сущий в нем язык. И всем, кто шел к нам с добрым чувством добрый час, сердца и двери открывал Владикавказ. Усталый берег бьет упрямая волна, о, сколько видела и слышала она полет коней и ликование земли, и грохот боя, и молчание любви. Особая гордость Осетии, для всех живущих в Осетии, это наше бережное отношение к традициям. Елена Константиновна относится как раз, наверное, к категории тех актеров, которые формируют Его Величество театр, которые формируют дух театра, которые формируют смысл театра, которые воспитывают, которые молодежи открывают само понятие театра. Потому что не секрет, что, закончив театральный вуз или там училище театральное, придя в театр, ты еще не артист. Ты станешь артистом на ролях, на режиссуре, на общении,
на бережном отношении друг к другу, на семейственности в хорошем понимании этого слова. Ну вот Элина Константиновна, наверное, это та актриса, без которой, наверное, трудно говорить о самом существовании театра. Наверное, это смысл самого слова «театр», это умение быть безмерно преданной театру, умение без остатка отдавать себя. Я ни разу не слышал от Элины Константиновны слова «устала» или слово «ну, это, наверное, не моя роль». Надо, значит, надо. Столько надо работать, значит, столько буду работать. Вот это удивительное отношение, которое, безусловно, подкупает и которое заставляет молодежь формироваться вот так. И когда приходят, скажем, ребята, говорят, хочу вашу труппу. Ну, я там слушаю, рассматриваю всякие варианты. И когда человек говорит, а сколько я буду получать? Я говорю, до свидания. Или когда человек приходит и говорит, я его останавливаю, говорю, прости, а ты не спрашиваешь, сколько у тебя будет зарплата? Нет, а для меня это не главное. Для меня главное работать в вашем замечательном театре. Вот это меня настолько подкупает, что даже человек менее способный, может быть, а он для меня... Потому что способность – это вещь, которая развивается, так же, как и эмоциональность воспитывается. Она выросла на хороших ролях. Она великолепный партнер. У нее замечательное чувство юмора. И одно удовольствие с ней быть в партнерах, потому что на нее можно положиться. И рождественская история, и, я не могу, много времени займу. Поэтому прошла наша жизнь вместе. Она помогала театру и танцы ставить, и вообще не отказывалась ни от каких ролей. Она никогда не предавала театр. Это человек-праздник, это партнер, который никогда не оставит тебя на сцене. В этом бывают и комедийные ситуации, и очень драматичные именно на сцене, но она не бросит. Это настолько дорогого стоит. Мы частенько по юности встречались с ней на сцене. И вот несмотря на свой большой опыт, на все звания и регалии, никогда не чувствовала я, молодая актриса, превосходства. Ее превосходство над собой. Мы были на равных на площадке. Вместе хихикали, вместе ошибались, вместе над этим думали, решали, а как это сделать. Поэтому вот это для меня, честно говоря, открытие, возраст, цифра сама. Потому что сама Элина Константиновна, она в такой боевой форме, что физической, что моральной, что духовной. Она открыта, она позитивна. Это тоже большая редкость сейчас. Я уже не говорю о редкости у людей с возрастом. Уходит позитив, будни такие серые, такое все плохое, никчемное, у нее такого нет. Она как-то умеет находить, наверное, краски в этой жизни. Вот она красочная, она человек-праздник, неравнодушный человек. Вот вы знаете, ей все интересно и любопытно, все, что касается детей, внуков, чужих детей, наших, я имею в виду, наших внуков, что происходит в стране, что происходит с какими-то людьми. Наверное, не зря она была депутатом в свое время. Если она во что-то очень сильно верит, то она на этом стоит и стоит красиво. Вот это, мне кажется, еще очень важная черта для женщины. Не просто красивые черты лица, она умеет быть красивой. Она изнутри светится. Для меня вот, до сих пор это пример. Вот смотришь на нее и берешь от нее силы, вдохновение, какое-то вот отношение к жизни легче, веселей, ярче. Театральный альбом. Боже мой, в нем заключена вся жизнь. Театр – искусство одномоментное.
вот отыграл роль хорошую, любимую, а потом она ушла. Пришли новые роли, пришли другие персонажи, может быть, еще лучше. А старые все равно остались вот где-то здесь. Где-то вот в сердце, как заноза, все равно сидит. Все равно, вот я смотрю на свои некоторые роли. Вот хотя бы «Солдатская вдова», «Хитроумная и влюбленная». Ну, это классика, это прекрасный спектакль, где можно было показать и свою пластику, и танцевальность свою, и характерность. А вот спектакль по роману Ураймаговой «Навстречу жизни». Я сыграла там роль Шурат. Вот фотография. Шли Дни культуры Осетии в Москве. И я с такой гордостью надела шикарный костюм осетинской женщины и вела вместе с артистом Анатолием Галауовым большой концерт в колонном зале Дома Союза. Наступил мамин юбилейный год. Конечно, он для нее очень волнителен, как и, собственно, для нас, для всех в ее семье. Она подводит некоторые итоги своей творческой деятельности. А я вспоминаю детство. Я обожаю наш русский драматический театр имени Вахтангова, потому что я практически в нем выросла. Театральные дети, родители на сцене, а мы за кулисами. В реквизиторском цеху, в костюмерном цеху. Мы любили там наряжаться, представляли себя героями в разных спектаклях. И, конечно, театр для меня – это сказка. Мама брала меня иногда на гастроли с собой. Это тоже было, представляете, очень увлекательно. Мало того, что это путешествие, помимо этого ты еще общаешься с творческими людьми. А общение с творческими людьми – это всегда праздник. Потом, став постарше, помогала маме учить роли. То есть она учит, а я подаю ей реплики. И когда я приходила в театр, сидя в зале, я с замиранием сердца смотрела на сцену, на игру актеров, а сама внутренне произносила весь текст, который говорила мама, потому что я уже все ее роли знала наизусть. Это огромное количество текста, которое нужно учить. Это внимание зрителей, это ответственность перед залом, перед большой аудиторией. И, конечно, я поняла, что профессия актера меня не привлекает. То, что когда-то я стала Ирон Чинс и была сердечно принята в семью, это говорит о том, что была большая любовь, которая принесла мне большое счастье быть матерью моей замечательной дочери. Как я называю ее, ум, честь и совесть нашей семьи. Ну, мы с ней, конечно, теперь уже остались одни из этой семьи. Но прошли годы, а сейчас у меня замечательная семья. Моя дочь, мой замечательный зять и мои чудесные, мои любимые внуки Регина Сослановна Кокаева и Сослан Сосланович Кокаев. Поэтому я счастлива в своей семье. Мамой я, конечно, восхищаюсь всегда и как актрисой, и как человеком. У нее есть очень ценные, великолепные качества. Она очень ответственный человек. Она с таким стержнем внутри. Она пунктуальна, она всегда собрана. И меня всегда подкупает ее позитивное отношение к жизни и оптимизм. Она просто заражает всех вокруг своим оптимизмом. Вот прошлый год для нас, для всех был непростым годом. И в том числе, конечно же, для нее. Я видела, будучи на больничном 65+, я видела, конечно, что ей не хватает ее творческой составляющей в ее жизни. Это ее театра, любимого театра.
Тем не менее, она в течение года не давала себе повода для расслаблений. Она была в тонусе, находилась всегда подтянутая, находила себе какую-то работу, чем-то занималась. Очень много ходила пешком, с шагомером. И постоянно мне отзванивалась, хвасталась своими достижениями, сколько километров она прошла. Вообще у нас с мамой очень тонкая связь между нами. Мы очень чувствуем друг друга. У нас трепетные, доверительные отношения. В семье у нас, в принципе, наверное, у всех вот такие отношения. Она безумно обожает своих внуков, Регину и Сослана. Просто в них души не чает. У нее великолепные отношения с моим мужем, зятем. Он ее всегда называет тещенька. У них они нашли такую манеру общения с юмором. И, в общем, их девиз «ни дня без шутки». И вот, наверное, наша семья вот такая теплая, я могу сказать, что счастливая. И основа отношений в семье – это все-таки любовь, понимание, поддержка друг друга. И это, наверное, все благодаря ее воспитанию, ее тонкому чутью, ее такому характеру, что она сумела создать вот такое тепло в нашей семье. Я помню, когда мои первые творческие шаги в этом театре начинались, и как раз мы с Линой Константиновной работали в спектакле Вершинина Вячеслава Григорьевича «Халам Бундули. Заложники любви». Она играла мою бабушку. И я помню эту поддержку, колоссальную поддержку, теплую поддержку, потому что, приходя в театр, очень бывает не по себе, ты свыкаешься с коллективом и, конечно, чувствуешь некоторую неуверенность, все время кажется, что что-то не получается, ты не так говоришь, ты не так ходишь, не так двигаешься, не так доносишь до зрителя или до своих партнеров текст или актерскую игру. И Елена Константиновна всегда могла как-то вот успокоить и сказать правильное слово, направить. И всегда это происходило без какой-то очень такой критики, очень мягко. Тут, в принципе, все. Елена Константиновна такой подход какой-то находила, что я, играя с ней, полностью расслаблялась и растворялась в ней, как в партнере. Благодаря ее поддержке, благодаря ее энергетике, благодаря ее доброму сердцу и доброй душе. Роли, как наши дети, они страдают, они мучаются, они вырастают, они в тебе, в смысле, каждый персонаж. Даже отрицательные роли все равно любимые, потому что мы, артисты, играя отрицательного персонажа, просто обязаны быть адвокатами этих персонажей. Поэтому они тоже любимые, в них тоже надо влюбиться, чтобы тебе поверили, что сыграл по-настоящему правильно. Лина Константиновна, помимо того, что она очень талантлива, красива, удивительно светлая душа у этой женщины, очень добрая натура, очень отзывчивая, и от нее исходит удивительная энергетика, которая почему-то каким-то теплом обволакивает собеседника ли, коллегу ли, друга, родственника. В ее глазах есть некий свет, которым в наше непростое время не все, к сожалению, сейчас могут обладать. Доброе сердце, справедливость. На сцену, когда выходит Елена Константиновна, хочется ловить каждое ее слово, каждый ее взгляд. Конечно же, у нее колоссальный опыт на сцене и безмерный талант, которым она делится со своими коллегами, в основном, конечно, с нами, с молодежью. Сегодняшние молодые актеры, да, небольшие трудяги. Требования сегодня в театре достаточно высокие. Артист сегодня молодой должен владеть пластикой, танцем, вокалом. И это надо делать профессионально. Поэтому актеры у нас трудяги и молодцы. На этом они и растут. У нас объединяет творчество. Люди туда пришли за этим. Если интересно творить,
и созданы условия для творчества, зачем другим заниматься-то? Ну, конечно, театр, есть амбиции, есть соревнования талантов. И это нормально. Но мне как-то повезло, когда вот я была в активном периоде своей работы, у нас атмосфера была очень дружеская. Даже те, кто появлялся и как бы немножко мутил воду, они как-то сами собой уходили. В организме нашего театра, видно, было очень много антител. Она очень любит свою профессию, очень, очень. Вот она настолько отдана этой профессии, что вот она много-много лет, я не знаю, как сказать, преподает или режиссирует в школе, училище педагогическое, теперь она институтом стала. И вот она всю жизнь там. Такие я ходила на ее спектакли. Она с девочками, там мальчиков мало, с девочками такие спектакли, такие чудеса делала. Просто удивительно даже. Сидишь, думаю, Господи, Боже мой, как это можно все это за какой-то короткий, между репетициями, между спектаклями, за какой-то короткий срок она вот такую радость давала. И тем детям, которые, ну уже не дети, а взрослые студенты, которые были заняты у нее, и, естественно, зрители. Елена Константиновна очень самоотверженный человек. И, несмотря на огромную занятость в театре, она каждую свободную минуту отдавала нам. И буквально только выдастся свободная минутка, она бежала к нам в училище и работала с нами. Елена Константиновна буквально заразила нас своей любовью к театру, своим отношением к делу и научила нас действительно по-настоящему любить театр. Она научила нас любить не только театр, еще и поэзию. И не только любить, но и уметь читать поэзию, стихи. И всему этому мы обязаны ей. Благодаря Елене Константиновне мы стали, можно сказать, другими людьми. Мы научились другими глазами смотреть на мир. Артистами они не станут, и их не готовим артистами. Они должны быть педагогами младших классов, и подготовительных, и детского сада, яркими, хорошо говорящими, выразительными, умеющие правильно, логически правильно читать сказки и рассказы, басни, умение владеть своим телом, умение расслабляться, не быть зажатым. И это все будущему педагогу надо также этим владеть, как и артисту. Очень много сыграно концертов. Мы делали программы специально для детей, для школ. Это Тургенев, Чехов, Достоевский, Горький. Ходили по школам и, в общем, делали программы. И она была очень подвижным в этом смысле человеком. Там не было каких-то отговорок, что я там не могу, у меня там вечером спектакль или что. В общем, можно сказать, работали на износ. Просто на износ, потому что, ну что скрывать, зарплаты у нас маленькие, там что-то, в общем, подрабатывали. И для взрослых концерты делали, работали много в наших домах, в санаториях, в Осетии, ездили в Кармадон, в общем, везде побывали. Вот. Очень хороший человек, коммуникабельный. Мы всю жизнь сидим в одной гримерной. Шутим иногда, когда приходят журналисты, говорят, там, вот, допустим, ну, со мной, значит, Александра Николаевна, вот вы такая красивая женщина. Я говорю, нет, красивая у нас Елена Константиновна Дударенко, а я чертовски мила. Она молодец. Она выбрала профессию актерскую не зря. Она, в общем, очень много сыграла ролей, и я так думаю, пользу принесла и зрителям своей такой отдачей, полной отдачей театру. Нашему театру будет 150 лет, и я думаю, серьезная часть истории нашего театра – это работа служения театру Елены Константиновны Дударенко. Замечательному человеку, замечательной актрисе, всегда красивая,
породистая, олицетворение актрисы. Выходит на сцену, это стать дударенкинская, это ее умение вот даже красиво повернуть голову. Вот понимаете, как-то одно время уходили из театра красивые актеры, ушло из театра понятие амплуа, герой, героиня. А вот сейчас потихонечку, мне кажется, опять мы возвращаемся к тому, что актер – это должен быть человек, который умеет красиво обратиться в зрительный зал, а не вот этот вот, знаете, бормотательный реализм на первые два ряда. А третий ряд не слышишь? Ну, это твои проблемы. Либо учи слух, либо вообще не приходи в театр. То есть актеры, многие разучились разговаривать, разучились донести свое слово. Елена Константиновна, дорогая, объясняюсь вам в любви. Спасибо вам за то, что вы служите академическому русскому театру имени Вахтангова. Спасибо. Каждый раз, когда начинается сезон, она говорит: все, не пойду, все, я не пойду, все, уже не могу. Ну, потом ее уговаривают, она идет и делает замечательные дела. При том, что она выглядит лет на 35 сейчас, но все равно я хочу пожелать ей прежде всего, как и всему нашему поколению, здоровья. Здоровье, здоровье, здоровье. Она одна из тех актрис, которая не мыслит прийти в театр, и наша доска объявлений, распределений, если ее там нет, у нее, считайте, уже настроение будет испорчено месяца на 2. Она не может без работы. Она трудоголик. И во всем. Сейчас мы играем с ней «Тетки в законе». Нам очень нравится. Зритель очень хорошо принимает этот спектакль. Это комедия. И мы там антиподы такие, в общем, 2 сестры, одинокие женщины, и, в общем, все время у нас конфликты какие-то. И в основном она такую играет добрую, хорошую, а я, в общем, над ней хозяйка. Дай Бог ей здоровья, еще чтобы могла что-то для души сыграть в театре. Результат не дается легко. Этой ролью живешь буквально, пока не спишь. Все время думаешь только о роли. Уверена, что если на весы поставить богатство и творчество, то обязательно перевесит творчество. Потому что в театр идти за деньгами нет смысла. В театре человек может только единственное получить – это творчество, вдохновение, открытие своих каких-то приоритетов жизненных. Вот за этим идут в театр. Пусть ее душа никогда не стареет, пусть всегда глаза улыбаются, пусть всегда она будет в рассвете сил, красоты, таланта. Пусть всегда ее любит зритель, пусть всегда в окружении родственников ее, я знаю, что она очень любит свою семью, дочь, внуков, что у нее очень теплые отношения в семье, и она всегда о них отзывается с такой любовью о своих близких. И это здорово. И пусть всегда эти отношения сохраняются на долгие-долгие годы в любви, во взаимопонимании. И, конечно же, Лина Константиновна, от всего сердца вам низкий поклон, благодарность за все, что вы не то что сделали, а, наверное, за то, что вы любили, за то, что вы помогали и продолжаете это делать. И спасибо, что в вашем сердце нет каких-то таких занос, что у вас нет какой-то вот черствости, чопорности. Спасибо вам за это. Пусть всегда вы остаетесь молодой, красивой, замечательной, талантливой, бесспорно. Мы вас любим. Хотелось бы, чтобы она была востребована и задействована. Пока есть силы, пока горит, пока и танцует. Она танцует. Вот недавно был спектакль «Примадонна». Она танцует там, она там отбивает. И я удивилась опять в очередной раз, сколько ей лет. Быть задействованной и быть востребованной.
Это так важно для красивой, для шикарной женщины. Ну и что бы мне хотелось ей пожелать в юбилейный год ее? Конечно, здоровье. Самое главное – здоровье. И хотелось бы сказать: мама, не выключай свой шагомер. Мы все тебя очень любим. Каждый возраст надо принимать как судьбы высокую награду. Он нам дан как Божья благодать. В каждом возрасте своя отрада. Есть у каждого свой маленький сюжет и свои заоблачные дали. Кто в душе хранит тот яркий свет, розовый закат и розовый рассвет, тот душой состарится едва ли.